Человек, для которого бесконечность не предел. Путешественник, папа троих детей, романтик-экстремал, временами байкер, джипер, сноубордист, да и просто удивительный человек. Основатель первого таджикского мотоклуба «Ирбис», первого таджикского джип-клуба «Горная свобода», а также основатель патриотического тревел-проекта «Мы таджики», целью которого является провоз национального флага Таджикистана по всем странам мира. Вы верно угадали. Это Фарход Калонов. Что можно про него сказать? Целого фильма не хватит, но мы попробуем. Ему 45, и он действительно прожил каждый свой день. Кажется, путешествия были с ним всегда, но активно путешествовать он начал с 35. Первым крупным путешествием был мотопробег до Крыма и обратно, проект «Мы таджики» за 4 моря. Далее мотопробег «Мы таджики 2» галопом по Европе. Затем «Мы таджики 3» путь на запад, где флаг Таджикистана был привезен по 30 штатам Америки. Ну а после «Мы таджики 4» километры добра, благотворительный мотомарафон, где конечной точкой стал Владивосток, и юбилейным и самым длительным по времени и километрам стало кругосветное путешествие «Мы таджики 5. Бесконечность не предел». Впервые в истории Таджикистана и даже в истории Центральной Азии первое и пока единственное в своем роде одиночное автомобильное путешествие вокруг Земли. Итак, поехали! Всем привет! Привет, добрый день! Наконец-то настал этот интересный момент. Спустя некоторое время, не зря говорят, всему свое время, мы начинаем снимать наш фильм о кругосветном путешествии. Путешествие через 52 страны и практически через 2 года езды на автомобиле. Такой интересный проект, который мы забабахали все вместе, мы, друзья, все, кто помогал, партнеры, спонсоры. Это все было, и сейчас мы начнем рассказывать, как это начиналось. Мама! С автоматами на мотоциклах сопровождает в Колумбию топливо. Я это сделал! Салам алейкум, Таджикистан. Салам алейкум! У меня в гостях наши знаменитости Бахан Назирбаев, Дарья Крисолюбова. Привет. Мы начинали когда-то, я был гостем приглашенным, мы начинали разговаривать на Азия Плюс и в начале, и посередине, и в конце, так что нам есть чем вспомнить, есть чем поговорить. Ребята, поехали! Вопросов на самом деле уйма, Фарход. Ты гордость нашей республики. Во-первых, спасибо тебе за это. Ну а что касается твоих вот этих путешествий, правда, с чего вообще все начиналось? То есть мы помним старт в 2015 году, проект «Мы таджики», который добрался до Крыма. Ты Был такой? Со своими коллегами, друзьями. Понесла по нелегкая. клубу, да, Унесла нелегкая. Сел на байке и вот так вот отчаянно поехал вперед. Вообще, с чего эта идея возникла? Ну, вообще вся эта тема путешествия началась с мечты. Естественно, с мечты. Я был маленький, я вообще родился и вырос, я дитё Советского Союза. То есть тогда не было границ, виз, не было разных денег и т.д. и т.п. И наши родители могли спокойно путешествовать из одной республики в другую. И у меня папа был таким, скажем так, местным таджикским путешественником. И раз или два в году они собирались с друзьями и на машинах прям ехали в Сочи. Куда все ехали раньше? В Сочи. Ребенка брали? Ребенка брали, я был тем самым ребенком, я сидел в машине, и вот мы ехали, я вот просыпался в пустыне, засыпал там, не знаю, какие-то корабли, океаны, моря. И вот продолжалось постоянно, и когда настал тот самый час 2015 года, то есть я до этого уже много путешествовал на мотоцикле, объездил, скажем так, всех соседей, но это были неофициальные путешествия. Самый мой первый «Мы таджики», то есть это был путь в 52 дня, это заняло, если не ошибаюсь, 7 стран. Впервые в истории Таджикистана мы на 3 мотоциклах мы решили доехать до Севастополя, до Крыма. И я повторил путь отца, то есть куда ездил он в Сочи, ну я поехал чуть дальше, скажем так, но по тем самым же городам, по тем самым же паромам. Именно вот этот момент детства я хотел прочувствовать снова на себе, в момент моего становления, когда я стал уже там, скажем, типа взрослым. И мы рванули, мы таджики один, водрузили флаги Таджикистана и впервые в истории рванули туда. За 52 дня мы доехали до Севастополя, развернулись, приехали обратно, это было вот такое путешествие. А это был официально «Мы таджики 1». После него логически
Выходит мы Таджики 2, я понял, что это возможно, что это интересно, и на мотоциклах можно вообще проехать весь мир, скажем так. Тогда весь мир у меня заключался в Европе. Вот, и да здравствует Европа. Мы с Фуриской, с моим другом, полетели в Франкфурт, взяли в аренду 2 мотоцикла и объехали всю Европу практически за месяц с флагами Таджикистана. Это был патриотический проект. Впервые в истории Таджикистана нас встречали посольства в каждой стране. Это было здорово, интересно. Ну и сам я был в Европе до этого, но я был не на мотоцикле. На мотоцикле ты видишь совсем по-другому страны, людей. Это был проект «Мы Таджики 2». Логически. Плавно переезжаем «Мы Таджики 3». То есть, ездя по Европе, я понял, что мы приносим хоть какую-то пользу. Да? Вот, скажем так, везем флаг, рассказываем о таджиках, встречаемся с посольством, популяризируем Таджикистан. Но я понял, что можно сделать еще и добрые дела. То есть «Мы Таджики 3». Это был проект, скажем так, благотворительный, то есть он у меня засел в голове. И что я сделал? Я договорился с местным фондом, который занимается починкой детских сердец, делает операции детям с пороком сердца. Вот, договорился со спонсорами, и договор был о том, что каждый мой километр превращается в какую-то определенную копейку. И эта копейка переходит сразу на счет благотворительного фонда. И рванул Владивосток. То есть мне нужно было проехать чем дальше, тем лучше, тем больше денег мы бы собрали. Слушай, а почему именно вот эта организация? Ну, потому что мы работали раньше, то есть мы как байкеры выезжали, делали благотворительность, заезжали в детские дома, заезжали туда, заезжали сюда. И как-то вот сердце попало, вот более то, что вот дети, которые рождаются с пороком сердца, у них шансов мало выжить, поэтому им нужно помочь. А помочь как финансово, то есть операции, они стоят денег, к сожалению. Экспо, между тем, стала пунктом благотворительного маршрута. Остановку на выставке сделал путешественник, который совершает заезд по странам Евразии. В Астане он побывал накануне, а сегодня байкер уже доехал до Павлодара. Конечный пункт следования – Владивосток. Общая протяженность маршрута – 20 тысяч километров. Деньги, собранные благодаря этой акции, отправят на лечение детей с пороками сердца. У нас на очереди 3 девочки на операцию, они ждут. Вот поэтому я еду. Уже в пути 7 дней, проехал 3500 километров. А общий путь Душанбе, Уламбатор, Владивосток и обратно составляет 20 тысяч километров. Поэтому я поехал далеко. В голове не укладывается. Обычно исходят есть стереотипы, да, что байкеры — это абсолютно отвратительные люди, которые готовы там убить всех, кто попадется под руку, а здесь, знаете, благотворительность. Это стереотип 60-х годов американских байкеров. Мы смотрели по Голливуду. На самом деле совершенно не так. Байкеры — это обычные люди, которые живут возле вас, работают с вами рядом, просто иногда не катаются на мотоциклах, скажем так. В Барнаул прибыл необычный мотопробег. Путешественник из Таджикистана Фарход Калонов в одиночку должен преодолеть путь длиной в половину земного экватора. Каждый километр путешествия у него на родине превращается в средство для проведения операций детям. Я бросил кличи на родине совместно с фондом Ружди Таджикистан, который занимается починкой сердца деткам, рожденным с пороком сердца. Вот я езжу, получается, денежки перечисляются, реклама пошла по Таджикистану. У нас в каждом терминале, где мы платим копеечку, есть знак сердца. Маршрут «Километры добра» проходит по Таджикистану, Казахстану, городам Сибири и Дальнего Востока. Уже в ходе путешествия монгольский участок пути пришлось корректировать из-за проблем с оформлением въезда. Зато в обновленном варианте мотопробега появился Кузбасс и российский Байкал. Вот так я рванул Владивосток. Это заняло месяц туда, месяц обратно. Я проехал 20 тысяч километров в одиночку. Это был тоже интересный проект. До сих пор этого никто не повторил, до сих пор никто не сделал. Но по приезду мы собрали хорошую сумму денег, в районе 10 тысяч долларов, и провели 3 операции детям. Это был прорыв, это было интересно, это было здорово, да. У меня от сердца отлегло. Цель была, а вот первые 2 путешествия, как люди реагировали, когда ты говорил, что мы хотим поехать? Да зачем? На самом деле, очень плохо реагировали, сказали, да вы байкеры, да вы там, да ну вас. Но мы доказали, когда уже пошли фотографии, когда пошли встречи таджиков за рубежом, когда встречали посольство, и вот мы с флагами Таджикистана заезжали в какой-нибудь город или страну, люди стали реагировать по-другому. Им понравилось, то есть, и нас это зацепило. И вот мы пошли дальше. Вот так. Не остановился на достигнутом? Нет. В какой момент появилась идея все-таки вот оцепить весь мир, охватить его? Подожди, до этого уже была Америка. Да. У нас был проект. Не будем проскакивать. Проскакивать не будем. Да, Америка. очень интересный проект. После Европы, естественно, амбиции росли, и мне захотелось это сделать, повторить по Америке, потому что Америка — это очень далекая страна, недоступная страна. И родился проект «Мы таджики», уже по проезду по Америке, назывался «Путь на запад». Мы должны проехать coast to coast, то есть это знаменитая дорога, скажем так, соединяющая океан от океана. Вот.
я написал много писем, меня поддержало правительство, меня поддержало посольство в США, они уже видели наши проекты и выдали нам визы, и мы, планировалось больше людей, конечно, но не смогли, подвели чуть спонсоры, не смогли по личным делам, и мы поехали всего лишь 2 мотоцикла, то есть я был с супругой и мой друг один на 2 мотоциклах, на больших американских Harley Davidson, такая мечта интересная, мы проехали США, проехали около 30 штатов за месяц, это было очень интересно, причем госпожа посол, она была в нашем байхаусе, она приезжала нас провожать, а когда мы приехали, она встречала, когда мы показали, сколько мы увидели в США, она сказала, вы знаете, я вот 55 лет живу в США, и сколько вы за месяц увидели, я этого не видела. Это было очень интересно. Думаешь, все же успеется? Возможно, Поэтому мы выезжаем куда-то подальше, посмотреть Возможно. эти места. Первая поездка такая достаточно продолжительная с женой. О, это Крым. Да? Крым. Нет, это первая поездка в Крым. Жена меня поддержала, и мы поехали на мотоцикле в Крым. Она вот со мной очень много покаталась. Она такая боевое крещение получила. Вторая длительная поездка — это США. То есть она проехала со мной весь путь США. То есть мы проехали около, я точно сейчас не вспомню, около, может, 15-16 тысяч километров, но около 30 штатов. Она всегда была со мной, поддерживала, то есть это было интересно. Да и потом едешь, в закат уезжаешь с женой, это такая романтика. Ты со стороны все равно не видишь. Ну, морально ты видишь себя со стороны, ты вот в закат поехал, это было За здорово. каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. В данном случае Всегда. Да, проект тоже выстрелил на ура, то есть это было интересно. На самом деле людям было как поехать в США и просто провести флаги, а на самом деле так и было. Там встречали таджики, в каждом штате живет очень много таджиков на самом деле. И там люди нас встречали, делали сабантуи, они нас находили. Они видели, я не знаю, Фейсбуки, Инстаграмы, соцсети, они нас находили, собирали, делали сабантуи такие. Столько радости на лицах было, то, что вот таджики приехали не жить сюда, не эмигрировать, а едут флаги возят. И причем у меня фишка, я куда не ехал, если я вижу таджика, я дарю ему флаг. Со мной у меня постоянно флаги, я напоминание, в кругосветке ушло больше 1000. В Америке не помню, сложно посчитать. А так я отдавал флаги, чтобы напоминание о родине, скажем так, что вот он запах родины, помните вы откуда. Вот так выстрелил хороший проект США, мы приехали, все было здорово, отлично. Естественно, все это время я думал, я ехал и думал, как же быть. Кругосветка, она жила во мне. И в какой-то момент вот этот росток, он пророс, и он меня взорвал. Я это сделаю, я это решил, я прям понял, что это сделаю, и понеслась подготовка. Во что я ввязался? Всем привет! 7-я страна Латинской Америки. Я наконец-то в Колумбии. И я стремился после фильмов «Карибы Пиратского моря» увидеть, ну что же такое Карибское море? Ну какое оно и с чем его едят? Это было неожиданно и приятно. Встречайте! Привет, Карибское море! Если начинать с начала такого виртуального, то, наверное, лет 10 она именно жила в голове. Это была мечта моего детства, мечта моего, там, скажем, созревания, юношества, увидеть мир, своими глазами увидеть. Но конкретно, я к этому подошел, я понял, что после этих моих проектов в Таджике я смогу. И именно вот момента я начал, я объявил об этом на Новый год, я помню, поздравил всех своих друзей и всем объявил, чтобы назад не было заднего хода. Что вот, все, я начинаю подготовку. И ровно 6 месяцев, день и ночь я готовился к кругосветке. Ровно 6 месяцев. С чего ты начал? Начал с 1 000 000 тонн информации, это интернет, то есть я сначала делал логистику, пробивал свой путь, смогу ли я. Фишка кругосветки, цель ее, скажем так, было несколько целей. Патриотическая, то есть провоз национального флага Таджикистана через весь мир, да, это проект такой
Его, кстати, не сделали ни в Узбекистане, ни в Киргизстане, ни в Казахстане. Никто это ничего не повторил. Очередной повод для гордости. Так, мы первые таджики. Вот, это был патриотизм. Второй, естественно, благотворительность. То есть я договорился, скажем так, на этот раз я уже ушел в другую сторону, то есть я стал помогать детям с синдромом Дауна, солнечным деткам. То есть этот путь я посвятил им. И в каждой стране я останавливался, где были центры детей, солнечных детей, я остановился там, я там выступал, делал публикации, фотографировал. То есть цель благотворительности была не сбор финансовый, а наоборот, распространение информации о детях, Ты чтобы же был люди... послом доброй воли Да, организации вот, да, именно так оно было. И я с собой напечатал очень много лифлетов, брошюр об синдроме Дауна. Я рассказывал людям, что это не заразная болезнь, что это дети, они живут рядом с нами. Просто в них не хватает одного гена, поэтому они чуть-чуть другие. Но они не менее, возможно, даже более добрее, чем мы. Они более восприимчивые. То есть вот это все я рассказывал по пути. Но ты же, получается, и в организации заезжал, который как раз... Обязательно? работает с Да. детским Я синдромом заезжал и да. Дауна. А получилось какой-то коннект установить вот между, может быть, этими организациями и нашими? Все организации сконнектировались. Это было здорово, потому что, да, в основном в организациях работают родители этих детей, скажем так, они тащат это бремя. И боль, она, скажем так, она не чужда, и боль порождает любовь. И здесь она сплачивает. И все организации, они стали дружить. То есть наши, украинские, российские, там, американские. Это было здорово. Это было какой-то такой, скажем так, хороший прорыв. Я почувствовал, что я делаю доброе дело. Это меня окрыляло, и ехал дальше, и дальше, и дальше, и У дальше. тебя же и фотография, кстати, была как раз на машине. Да, у меня машина была с двух сторон обклеена, у меня была девочка, она, правда, виртуальная, вот я ее назвал Джаконда, Монолиска, да, она со мной проехала весь мир, и, кстати, она спасла меня, возможно, от неминуемой гибели, когда я, к сожалению, да, был момент, когда я попал к каким-то боевикам, заблудился, когда стоял на коленях, мне с автоматами меня расстреливали, и вот именно я в нее тыкал и кричал, что я доктор, и вот, возможно, она меня и спасла. И такие моменты бывают, но об этом позже. Об этом позже. Чем запасался во время подготовки? 1000 флагов, это мы уже поняли. Брошюры? 1000 тоже. флагов было, потом они кончались, мне несколько раз высылали флаги. Запасался, что я сделал еще? Я сделал 1000 DVD-дисков. Я взял, скачал самые лучшие фильмы о Таджикистане. Вот они, если вы помните, по Евровидению были хорошие, классные фильмы. Сделал вот такой подбор. Да, Freedom of Friendship, да. И эти DVD-диски, оформил их в патриотическом виде с флагом и раздавал всем иностранцам на пути. Приглашал их на родину, это было такое развитие туризма. Хотел, чтобы все приехали в мою страну, скажем так, увидели, что мы классные, отличные ребята, что мы гостеприимные, хорошие. Вот, это тоже такая, сказал, да, одна из целей, скажем, и она сработала. Забегая вперед, спрошу, кто-нибудь из приглашенных откликнулся, приехал? Очень много людей. Приезжают Очень много людей. Всем было интересно посмотреть, who this guy, кто этот человек сумасшедший, который едет вокруг света с таджикскими номерами, с таджикским паспортом, пробивается. Я хочу туда. Это работало. Кстати, еще одна цель моя была, она такая неофициальная, скажем так, доказать людям, показать, что у меня нет российского гражданства, у меня таджикское гражданство, у меня таджикский паспорт, у меня таджикская машина с таджикским номером. И я именно... Японская? Машина японская, да, но... Да, а plate number, то есть номер этот, скажем так, наш таджикский. И именно вот этим я хотел доказать, что невозможное возможно, что можно проехать с нашим паспортом, с нашими номерами через самые сложные государства, скажем, через самые сложные препятствия бюрократические, можно это сделать и проехать вокруг мира. И я доказал, я это сделал. Но были же какие-то все-таки сомнения внутри? Очень много. Все вокруг сомневались, все, кому не говорил, говорят, Фарик, не получится, не надо, не мучиться. Таджикский паспорт, таджикские номера, препоны, логистика, бюрократия, невозможно. До тебя этого никто не делал и не сделает, не делай. У меня такая черта характера, чем больше мне говорят нет, тем больше я говорю да. То есть преодоление это я. Я упрямый, я это сделаю. И с каждым новым сомнением я знал, что я сделал. Я все мир переверну, но я это сделаю. Я это сделал. Каждая ночь у меня было курение интернета, каждый день я бегал, у меня моя квартира превратилась в штаб, то есть все стены были обклеены плакатами, что сделать, что купить, куда пойти, во сколько встретиться, спонсоры. Иду на переговоры по генеральному спонсорству с моим давним партнером по путешествиям, компания Мегафон. Это доктор Камила, и она сейчас нам не будет делать прививки. Нет. Прививки, да, вакцины и все остальное. Всем доброе утро. 8 апреля. Очень важный день в моей жизни, наверное, или в этом проекте. Иду на собеседование по получению американской визы. Переживаю жуть. Всем привет! Это, как обычно, канал подготовки к кругосветному путешествию «Мы таджики 5». Осталось 2 дня до старта, на 3-й выезжаю. Отличная, хорошая новость.
у кругосветки появился новый партнер. Партнер кругосветки — компания Huawei. Мне задарили столько гаджетов этой компании, не представляете. Там на телефонах по 3 камеры лейки. С ума сойти. Надеюсь, лучшие фотографии красивейших мест земного шара я сниму именно на эту камеру и вам покажу на ваш суд. Всем пока, а Huawei здравствуй. Логистика, бюрократия, визы. Всем салют, доброе утро, понедельник, осталось примерно 9 дней до старта кругосветки «Мы таджики 5». Вот, с утра отличная новость, в виза-центр приехал мой паспорт с марокканской визы. Ура! Есть первая страна въезда в Африку, то есть Африке тоже быть, а там дальше остальные страны буду брать на месте, как получится уже. Вот, так что хотел сказать огромное спасибо виза-центр за профессионализм, за скорость, за быстроту. Африке быть. Ура! Только что был на приеме у замминистра МИДа Таджикистана. Очень радужно приняли, пообещали помочь по всем направлениям, вызвали кураторов направлений, по которым я еду. Будет рассылка дипломатических нот, чтобы помогли, встретили, помогли по следующим визам и странам. Это было очень приятно. Уважаю свою родину, обожаю Таджикистан и люблю людей, которые не остаются неравнодушными к таким большим уникальным проектам, как кругосветное путешествие «Мы таджики 5». Всех люблю, уважаю. Привет, СМИДа! Что докупить? Машина. Семья как реагировала? Семья, она меня терпела, она мне помогала, они меня поняли, они знают, что я упрямый, что мне лучше помочь. Но надо дать, конечно, отдать, как правильно сказать, отдать должное семье, потому что ты сворачиваешь горы когда? Когда у тебя с бытом все нормально, когда у тебя супруга, дети, родители, все хорошо, все поддерживают, только тогда ты рвешься вперед, это тебя окрыляет. И семья меня поддержала, и родители, и семья, и это дало мне силы эти 6 месяцев выдержать, пробиться и дать старт. Вот, так что знакомьтесь, проспект Medical Clinics — это партнер путешествия, кругосветного путешествия вокруг земного шара. Так, всем привет! Сегодня, по-моему, у нас 28 мая, значит 3 дня до поездки, до старта поездки к кругосветному путешествию. Я снова в этом замечательном месте с замечательным доктором. Место называется проспект Клинкс. Это Камила. Всем привет. Это моя дома-мучительница, которая вкалывает в меня всякую гадость. Вот на сегодня вот крайняя гадость в меня вольется. Крайняя. Расскажите, Камила, что там в меня вкалывает? Это от желтой лихорадки. Крайняя, не говорю последняя. Вот, отмучитесь. Наконец-то. Все, наконец-то я отмучился, вакцинация заканчивается, это крайняя вакцина, которая в меня сейчас войдет, надеюсь, что Африка того стоит. Ах, погнали. Я буду улыбаться там, типа, мне не больно, да, я же мужик, там. Ай, блин, Африка, жди меня. Всем привет, это канал по подготовке к кругосветному путешествию «Мы таджики 5». Сегодня 29 число, осталось 2 дня до выезда, послезавтра уже выезд. Мы находимся в сервисном центре Toyota Taj Motors, Таджикистан, где мне проводят уже вот крайнюю ТО. То есть Taj Motors выступила партнером кругосветки и взяла на себя всю техническую оснастку. То есть это запчасти, масло, все. Плюс тому, что по всему свету меня будут ждать дилеры, если что-то случится, я буду заезжать к дилерам, и они мне там поменяют, починят и отправят дальше. Вот такой вот правильный момент. Так что всем привет, послезавтра выезд, Taj Motors, спасибо огромное. Есть третья основная виза, я ее получил, да, кругосветки быть. С 3 визами, хотя бы с 3, уже есть малая кругосветка, уже вокруг света можно проехать, а там дальше, куда Бог заведет, и как оно получится, я не знаю. Главное, можно трогаться, можно ехать, экватор уже у меня. Ура! Скоро в путь, 1 июня старт. На самом деле я не планировал, что я уеду на 2 года, у меня был проект в год. Я запланировал, что уеду, и через год я приеду. Но из-за бюрократических препятствий, из-за того, что не давали визы, то есть были моменты, что, видя Таджикистан, визу не дают, и такое было. Мне пришлось объезжать, обходить, очень много времени было потеряно, и потом много мест, которых я не знал, они очень интересные, я заезжал всех смотреть. Вся кругосвета растянулась на 2 года. Но при логистике я не планировал там хостелы и отели, грубо, я планировал страны. Примерно в какое время я буду в какой стране, как я буду проходить границы, читал, как проходят границы, какие нужны документы, какие документы нужны для виз. Я с собой вез вот такие кипы документов, то есть, чтобы ты подаешь там на визы, то есть в чужой стране, у тебя должно быть все, от начала твоего рождения до вот 45 лет твоей жизни, все документы.
Вот логистика была такая. Потом я читал, смотрел сюжеты, как проезжали другие люди, какие попадали они истории, чтобы обойти их проблемы. Здесь война, там проблема, здесь, я не знаю, грабят людей. Вот это все ты должен знать, чтобы объезжать. Какие границы внутренние, какие открытые, как ты проедешь, как перевозить машины с континента на континент, океан, какие корабли возят, какие контейнеры. Вау! Короче, я сейчас вспоминаю и думаю, блин! Вот сейчас бы повторить, наверное, нет. Но тогда я шел как ледокол вперед, 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 вперед. Надо просто отформатировать свой мозг полностью. Ну, мне кажется, такое не забудешь. Нет, просто чтобы взяться за это, я имею в виду. Ну, возможно, возможно. Кому я ходил за помощью, все говорили, Фарик, не получится, невозможно. Но нет, получилось, все возможно, невозможно, возможно. Не так много, чтобы вызвать улыбку у солнечных детей, подарить им чуть-чуть тепла, внимания. Смотрите, радуется. Мы все едем в Киев. Все вот такой дружной семьей. Всем привет с Рио-де-Жанейро, со знаменитого пляжа Копакабана. Вы не поверите где, я на заводе БелАЗ. Мне дали порулить БелАЗом. Именно вот так, с утра и до утра. Жизнь под электронную музыку. Всем привет, с кругосветным путешествием, мы Таджики 5. Мы в пустыне, тут такой песок мягкий, такой. Wow, it's people inside. Don't be afraid. Wow, who is this? Юбилейная страна, 50-я страна моего путешествия, Мексика. Упертый характер сделал свое дело. И Мечта, маленькая мечта меня привела вот к этому путешествию, и она осуществилась. Ты выехал в июне. Да, я выехал 1 июня, этот день был защиты детей, приурочен был именно к детям, потому что благотворительный путь. 1 числа был дан старт, и я поехал, наконец-то, бессонные мои ночи закончились. Вот этот видосик мне понравился, который, где ты сидишь в машине, говоришь, все, мы выехали, проехали примерно 50 километров, тебя сопровождали одноклубники. Байкеры. Да, и ты произнес такую фразу: куда я еду, я еще не совсем понимаю, что меня ждет на протяжении целого года. Вот эти ощущения можешь вспомнить? Ты вот правда... Легко едешь? могу вспомнить. Окей, вот ты видишь впереди себя колонну из байкеров. То есть пока это твои друзья, они рядом с тобой, но сейчас через какое-то время они вернутся обратно, и ты предоставлен сам себе. Вот эти ощущения. Осознание... Страх, может быть, какие-то волнения какое-то. Осознание пришло не сразу. То есть вот все это вот... Эти 6 месяцев превратились в какой-то комок нервов, да, вот преодоление, надо. Когда я выехал, меня отпустило. Но вот мы едем, вот первый километр я еду, байкеры, да, вот меня сопровождают, байкеры, пацаны, спасибо вам. Едут впереди, я еду, и я не верю, как будто я вот катаюсь по Варзову, да, вот еду в Варзов, вот наше ущелье красивое. И не могу понять, что да, вот мое путешествие началось, оно в течение года, я должен проехать 50 стран, что меня ждет, семья осталась позади остаются родители, все, да, я еду вперед. Не было того ощущения, что я еду в путешествие. Оно пришло, я не знаю, может, недели через 2, когда я уже был там в 5-й или в 6-й стране. То есть тогда я понял, что наконец меня стало отпускать. С тобой же изначально сыновья поехали? Да, у меня... И вот когда они, видимо, домой вернулись... Вот когда я остался один, да, вот тогда я понял, что я уже еду в один, и вся ответственность на мне. Потому что у меня проект как был, я
я забрал с собой детей, то есть они до этого самого путешествовали, здесь 2 сына с собой поехали до Турции, то есть до шенгенской зоны Греции, они у нас безвизовый въезд, и они проехали со мной 7 стран, мы целый месяц ехали вместе. Вот, когда ты едешь с семьей, ты более расслаблен, ты там заботишься о детях, они заботятся о тебе, ты проезжаешь, это как-то более, скажем, комфортно. Но как только я вошел в Грецию, вот семья улетела, в Душанбе я остался один, я понял, что я один на один со всем миром. Никто не поможет. Там нет наших посольств, там нет никого, возможно, там и нет таджиков. Ты один на один с проблемами всего мира. И вся тяжесть этой проблемы ляжет на тебя. Появлялось желание, все, вот давай, наверное, вернусь? Один раз у меня был момент. Один раз был у меня момент все бросить, когда вот я попал в плен, когда меня расстреливали. Я чудом выжил, когда уже вот на коленях автомат передергивает, и когда замедляется жизнь, все очень медленно, и она проносится перед тобой. Этот момент я никогда не забуду. На самом деле, вот с этого момента я стал ценить жизнь. Ты, когда теряешь жизнь, ты понимаешь, насколько она прекрасна. Когда живешь в текучке, она обычная, а вот когда теряешь ее, я вот понял. И умирать было совершенно не страшно, было очень обидно умереть вдали от родителей и от семьи. Вот прям все это мне проходило в уме, каждый фрагмент моего за долю секунды жизни. И было обидно, что я где-то вот в этих джунглях, в этой стране Мали, где сейчас меня убивают, я там на коленях сижу, и вот он передернул. И вот момент, когда спусковой крючок, вот миллисекунда, я думал, как же обидно умирать здесь, вот в этом пути, в какой-то там джунгли, меня сейчас здесь закопают, и никто меня в жизни не найдет, а там моя семья. А как они, а как родители, а как дети, как же они будут без меня? Да, они проживут, но как без меня? Вот момент был очень сильный. Очень много, очень сильно жизнь замедляется. Ты можешь часами думать, это... Я выжил, меня побили, ограбили, отпустили, но это второй вопрос. Девочка вот меня спасла, монолитская, я в нее тыкал. Когда я уезжал, я развернулся, и я ехал обратно. Я проклял, сказал, не нужна мне никак ни кругосветка, ни мечта, ничего. Я хочу домой, я хочу к семье, к родителям, к детям. Мне больше ничего не надо. Я поехал 300 километров обратно. Домой, настала ночь, не домой, в сторону дома, настала ночь, я остановился, и вот я всю ночь думал, как же быть, что мне делать. До утра не спал, думал. Понял, что это мой путь, я не могу отвернуть обратно, а ехать снова через них. И развернулся и проехал снова через них, проехал 30 км туда, проехал через них и уехал дальше. Вот этот момент единственный, когда я хотел развернуться. Он был сложнейший, потому что это был уже, по-моему, 7-й или 8-й месяц пути, уже было напряжение сильное, уже усталость, уже нервы. Африка, она неизведанная Африка, то есть были препятствия с визами, мне не пускали страны. Вот, я не мог перебросить машину с океана на океан, и вот попался вот такой момент. Но он был нужен, чтобы я снова взбодрился и сдал вперед. Когда об этой... Нет, прости, перебью. Когда об этом рассказал семье? Вот, я тоже об хотел этой спросить. Я долго молчал, о таких вещах мало рассказывать, и не хочется вспоминать даже, вот сейчас рассказываю, у меня вот мурашки по коже, потому что жить-то хочется, несмотря ни на что. Ну, не без этого. Всякое бывает. Большое путешествие, оно подразумевает всякие приключения. Они бывают хорошие, они бывают плохие. Не без этого. Но после таких посланий, мне кажется, жена должна сказать, падла, вернись. Вернись. Ну, я не рассказывал об этом, я проехал дальше, там, когда дошел до нормального пути, потом уже рассказал, когда самого отпустило, а так колотило сильно. Я об этом рассказал близким путешествиям, которые помогали, у меня был маленький штаб, онлайн-штаб, путешественники, которые проехали весь мир, и вот мы советовались, куда ехать, зачем ехать. По их совету я и заехал туда. Они сказали, вот если поедешь вон там, то ты увидишь диких слонов. Я в джунгли свернул с дороги, поехал в джунгли, я туда и поехал. Я таких увидел там обезьян диких, которые меня чуть не пристрелили. Но спустя какое-то время я понимаю, что это все нужно, потому что эта мозаика, она тебе дает ценность жизни. То есть я оценил жизнь по-другому. Она поменяла мне, этот путь вообще поменял, очень много поменял мои ценности. Я стал другим человеком. Это все было нужно, я должен был это все трудности пройти. А после этой ситуации легко советуешь другим путешественникам какие-то точки? Вот смотри, тебе вроде как лучше сделать. После моего путешествия я не советую никому, куда ехать, потому что у каждого человека должен быть свой путь. Он не должен повторять мой. Вот он должен выбрать свой. Я могу поставить, вот там такая граница, здесь такая граница, там такие препоны. А как ехать и куда, человек должен выбрать сам. Это личное его путь. Всем доброе утро. Сегодня у нас 31 мая, значит, это день старта. То есть через 3 часа будет старт первого в истории Таджикистана кругосветного путешествия. Мы Таджики 5. Кто хочет проводить, кто хочет сделать знатное фото или оставить свои иероглифы на машине, приезжайте, пожалуйста, на стоянку в ВТНХ. Это новый парк, находится между зоопарком и дорогой на Калинина. Я только получил разрешение, чтобы можно было стартовать оттуда. Всем привет, жду вас там с 10 до 11 часов. Всем пока-пока-пока.